Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Ближайшее будущее. Что неизбежно войдет в вашу жизнь. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, что в ближайшем будущем неизбежно войдет в мою жизнь. Что, кто, неважно. Так, и давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, смеха много будет радости. Вы знаете, вот прям... Я бы даже сказала перебор. Перебор по веселью. Ну, насколько это возможно. Слушайте, тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу. Какое-то веселое событие, радостное, приятное и очень яркое идет в вашу жизнь. Это событие связано не только с вами, с вашей личностью и с вашей жизнью, но и еще с какими-то людьми. Да, интересно. Какой-то прямой праздник будет, и поздравления, и прям несколько дней, а то и недель вы будете под этим впечатлением. Очень много приятных, добрых слов вокруг летает. Вот люди так обнимаются друг друга, там по спине хлопают, все счастливые, все довольные. Ой, как хорошо. Тьфу-тьфу, еще раз, да, ну. По отсыпкам вот замечаю, что вам не хватает этих эмоций. Вот, пожалуйста, впереди это прекрасное событие у вас будет. Смотрите, тут и стрела летит, Господи, и колеса. Слушайте, как интересно. Как интересно. Кому-то удастся куда-то съездить, либо куда-то поехать, либо, наконец-таки, куда-то доехать, мои хорошие. Боже мой. Вы прям на этой стреле, смотрите, сверху летите. Летите в неизвестность, да, в левую сторону летите. Знаете, такое впечатление, что ведьмочка, но не на метле, а на стреле летит. Очень быстро. Ох, с задором летит к своей мечте. Вы не видите своего будущего, либо вы не видите свою цель, но вас как будто бы жизнь несет туда, несет. Какая-то идет поездка, как-то быстро вы в нее соберетесь, либо вас перед фактом поставят, надо ехать. Вы прям на эту стрелу сядете и полетите. Полетите. Значит, ничего не бойтесь, ни о чем не думайте. Все равно прям все там идеально не сложится, да, нельзя ко всему подготовиться, это в принципе невозможно. Да, предугадать, предусмотреть, нет, невозможно. Вы должны знать, вас несут высшие силы. Именно высшие силы несут к вашей цели, девочки, к вашей мечте, к вашему желанию, не знаю, к вашему исполнению. Несут к добру. Вот. Я вижу, что вы особо испугаться, наверное, не успеете. Ну, такой мандражик будет легкий идти. Особо не успеете испугаться. Это ж надо. Вот. Слава Богу. Наконец-то жизнь меняется. Меняется, причем меняется, так понимаю, в лучшую сторону. А вас там ждут. Вот куда вы будете лететь, вас там ждут. Ждут вас там люди с 4, с 6, при 7. Но 7 это вам будет дана. По 4, значит, люди добрые, такие, знаете, как семья, да, то есть как родственники, вот отнесутся к вам, как к своему родному человечку. Помогут, встретят, там, не знаю, покормят, спать уложат, да, еще и там денежку дадут, там, поухаживают, значит, за вами. По 6, но это явная перемена в жизни. Явная перемена в жизни.
Она на границе, шестерка идет. Я так понимаю, что вы со своей стороны до нее доберетесь, а с другой стороны люди помогут вам адаптироваться, да, либо получить то, что вам положено. Ну, семерка — это большой успех в жизни. Очень классное состояние. Я вас, мои хорошие, поздравляю, кто зашел на эту отсыпочку. Жизнь меняется, как хорошо. Вот уходят эти беды, какие-то гадости, неприятности. Из болота выбираетесь, из болота. Знаете, вам не в болоте надо жить. Ваша судьба — жить среди успешных людей, спокойных людей, уравновешенных, добрых и отзывчивых. Выбирайтесь, вы выбираетесь, как хорошо. Кстати, кто-то будет пытаться вас держать. Держать, вот, знаете, как стрелу держит, да, пытается удержать, но не получится. Кто бы там не хотел вас остановить, кто бы там помехи не создавал, не получится, абсолютно не получится. Вы им так и скажите: не тратьте время, у вас все равно меня задержать не получится. Так, замечательно. Идем дальше. Кто ворвется? Кто ворвется? Новое дело ворвется в вашу жизнь. Дело, работа, вид занятости, хобби, увлечение. В чем-то вы себя найдете. В первую очередь это будет приятно именно для души. То есть занятие ваше по душе. Вам нравится, вы увлечены, вы поглощены этим занятием, у вас все получается, вас хвалят, вы сами себя хвалите, сами собой довольны. Прям смотрите, как плетете какие-то сети, прям плетете, да, то есть создаете, там, ковры делаете, да. Вы знаете, что люди, которые ковры делали, считались самыми уважаемыми мастерами. Вот, и у вас такая картиночка идет, шедевры какие-то делаете, ручками делаете, понимаете, душа выплеск находит. То есть все, что вы будете делать, оно все с душой, оно все прекрасно, оно все идеально. Ой, шедеврально, девочки, шедеврально. Что вы будете делать? Вы потом мне напишите. А главное, фоточки хотелось бы посмотреть. Просто прекрасно. Так, здесь, кстати, для ваших детей что-то вот необычное идет. Как праздник для детей идет. Вот ощущение у ребенка: ну, я попал на новогоднюю елку, да. Хоть у нас до Нового года еще далеко, но вот такое ощущение. Все какое-то необычное, волшебное, фантастичное. Ребенок душу отведет. А вы будете смотреть, как улыбается ваш ребенок, и у вас так прям сердечко прям теплом нальется. Но это благодаря вам, это благодаря вашим усилиям. Чего-то вы добьетесь. Действительно добьетесь и для себя, и для своего ребенка, для своих близких. Замечательно. Так, ну вот вышел человек новый, ухаживать за вами будет. Не то чтобы предлагать любовь, возможно, вы уже в браке, либо с вами есть спутник. Но этот человек, он не потревожит ваш покой, наоборот, будет стараться быть услужливым, будет вам помогать, поддерживать, при этом он не будет навязывать вам свои чувства. Какую-то важную роль в вашей жизни сыграет. Вот именно помощь идет от этого человека. Помощь, поддержка, содействие. Ну, даже как-то вкладываться, наверное, в вас будет. Очень, кстати, приличный человек. Не могу сказать, понравится или нет. Я больше склонна к тому, что вы будете воспринимать этого человека как друга. Может быть, той самой искры вы и не почувствуете, либо в ближайшем будущем, да, а там кто его знает, может быть, присмотритесь, поймете, что мужчина что надо, почему нет, да. Вот. Но помощь какую-то колоссальную он будет вам оказывать. Вы на него будете и полагаться, и опираться, и будете ему доверять, и он вас не подведет, точно не подведет. Так, какие-то новые приобретения. Смотрите, кто-то действительно будет покупать, например, да, что-то серьезное, там, автомобиль, там, какую-нибудь такую дорогую бытовую технику, может быть, там, мебель хорошую вы будете покупать, может быть, инструменты какие-нибудь дорогие для вашего там хобби, увлечения, либо работы.
программы, может быть, какие-то дорогие. Что-то вы будете деньги тратить, да? Вот здесь, возможно, первый раз в жизни вы не будете экономить. То есть вы не будете заведомо искать более дешевые варианты. Вы прям так и скажете, что все, хватит. С меня хватит там всяким второклассным товаром закупаться. Я хочу вот то, что я хочу. Да, я хочу лучшее. И тут вас ждет приятный сюрприз. Очень приятный. Какие-то скидки, какие-то бонусы. В общем, вы купите самое лучшее, а заплатите гораздо меньше, чем за какую-то дешмань. Да? Ну, либо там, я не знаю как, какую-то скидку, либо попадете на какие-то скидки. Вот. Гораздо дешевле, чем дешевое, если покупали. А кому-то из вас очень повезет, и вы как будто бы в дар будете получать. То есть бесплатно. Бесплатно. Может быть, там за доставку придется заплатить. А так вам могут передать бесплатно, либо дать какое-то безвременное пользование. Вот сколько хочешь, столько и пользуйся. Вот. Для вас, конечно, это будет удивительно. Удивительно, потому что вас особо ни люди, ни жизнь этим не баловала. То есть не было такого, что вам прям бесплатно доставалось, либо в дар вам доставалось. За все вы платили, и причем платили серьезные суммы. Да? Работали на это, платили. Никто ничего просто так не давал вам по жизни. А тут, смотрите, как повезет, очень повезет. Но это не везение, это скорее как компенсация за ваше потрясение, за ваши беды прошлого. Вот. Наконец-то и вы вышли в белую полосу. Наконец-то и вам, господин шанс подмигивает. Слушайте, классная отсыпка, очень сильная. Я вам настоятельно рекомендую сделать принтскрин. Принтскрин вот этих всех событий. Они все очень насыщенные, все очень счастливые, и все ждут вас в ближайшем времени. Просто сделайте принтскрин, как сфотографируйте, да, экран. И пусть эта фотография хранится на вашем компьютере, либо в вашем телефоне. Как только все эти события исполнятся, тогда удалите ее. Она поможет вам притянуть. Я сейчас закончу отсыпочку, я еще проведу обряд, который усилит все эти знаки и вам поможет. Вы тогда, мои хорошие, в комментариях напишите свои имена. Вот и просто имя напишите, и все. Я вас прочитаю в обряде именно для вас, чтобы подействовало посильнее, чтобы поскорее это случилось, и вот в полном объеме, как я вижу. Так, идем дальше. Лошадь. Очень маленькая, но борзая лошадь. Здесь человек лошадь ведет под узцы. Но это бизнес, девочки. Бизнес. Собственный бизнес, собственное дело. Это человек, либо вы, либо какой-то человек придет и будет предлагать вам дело, бизнес, может быть, даже работа фрилансером. Лошадочка маленькая, но она, смотрите, как горцует, она быстро будет расти. То есть, казалось бы, да, какая-то мелочь, какое-то маленькое начинание, но будет очень хороший результат. Если вам будет кто-то предлагать вместе работать, сотрудничать, либо делать какую-то работу для этого человека, соглашайтесь, обязательно соглашайтесь. Пусть вас не смущает объем работы, либо оплата, да, может быть, вам покажется мало. Поверьте, здесь все будет расти, множиться и увеличиваться. Вот как на дрожжах будет расти. Фу-фу-фу. Поэтому соглашайтесь. Если у вас какая-то возможность появится заработать, подзаработать, что-то там прокрутиться, провернуться, самой что-то сделать, да, тоже не отказывайтесь. Поверьте, это только начало. Вы будете усиливаться, вы будете расти, вы будете набирать обороты и, я так скажу, в приличный бизнес это все вырастет, в такие серьезные суммы по прибыли. Да, очень хорошо. Так, мои хорошие, идем дальше. Здесь у меня у семьи новая крыша над головой. Новое место жительства. Либо жизнь по-новому. То есть по-доброму, по-хорошему, без криков, скандалов, упреков, пинаний друг друга. Понимаете? Вот идет шанс, идет возможность вам договориться. Здесь именно семья. То есть мама, папа, дети, ребенок, да, у кого как отыграется.
Воспользуйтесь этим шансом, воспользуйтесь этой возможностью. Ваш партнер перед вами кланяется. То есть не вы предлагаете, говорите, может, все-таки попробуем. Нет, ваш партнер. Возьмите его руку, потрясите ее, скажите: окей, я согласна, давай попробуем. Вы не пожалеете. Ну, по крайней мере, ваш партнер будет очень стараться. И ребенок, вы видите, ребенок либо дети для них, понимаете, не для себя, для них. Вам нужно объединяться. Объединяться для того, чтобы у ваших детей было будущее, либо что-то вот положительное, хорошее пришло в жизнь ваших детей. Поэтому, мои хорошие, иногда нужно забыть о каких-то обидах, просто забыть. Хотите на время, хотите навсегда, как получится. Не пропустите этот шанс, им обязательно нужно воспользоваться. Так, идем дальше. Девочки, кто в треугольниках, кто страдает от каких-то, не знаю, соперниц, что ли, каких-то нехороших тетек вы страдаете. Смотрите, тут какой-то компромат придет. Компромат вы либо сами раздобудете, либо вам кто-то поможет раздобыть на вашу соперницу. И у вас будет дилемма, как поступить, пользоваться, либо не пользоваться, да? Придавать огласки, либо нет. Ответ простой. Хотите избавиться от конкурентки, соперницы? Так, не знаю, закажите в газете материал про эту женщину, просто поделитесь этой информацией, либо запостите в социальных сетях тот компромат, который вы найдете. Хотите, там видео запишите. Не молчите, не молчите. Поверьте, такого шанса больше не будет. Этот шанс, он 100% действенный. То есть, если вы обнародуете этот компромат так, чтобы прям все знали и сразу, это выбьет почву из-под ног вашей соперницы. То есть у нее будет только один вариант – это прятаться и бежать. Вот. Если вы, например, думаете: ой, я ей вот скажу, что у меня есть компромат, типа убирайся, а то я придам огласке. Она с вами согласится, скажет: да, не надо, передай мне этот компромат и все. Я все, ухожу, уезжаю, там все, больше тебя не побеспокою. Как только вы передадите ей этот компромат, да, она сразу же это все уничтожит и все, еще больше лютовать начнет. Либо, если вы ей просто скажете, что у меня есть, и я всем расскажу, она скажет: не надо, я все сделаю, что хочешь, я там не буду вас беспокоить, там семью твою трогать не буду. Вот. Но при этом она успеет подготовиться, выпустить какое-то опровержение, либо там перекрутить всю эту ситуацию, что ваш компромат, он окажется просто информацией, да, которая никому не интересна. Знаете, она как контрмеры успеет предпринять. То есть, если вы ей доверитесь, если вы будете ждать, что она поступит так, как пообещала. Поэтому, девочки, даже не сомневайтесь, сразу публикуйте, кричите, хотите рупор себе купите. Вот прям любые уши, какие найдете, вот всем про это рассказывайте. Вам нужно с ней бороться такими же методами, какими она боролась с вами. Но вы же не придумали, нет. Вы говорите правду. Вы хотите, чтобы все люди знали, какая она гнилое существо. Вот и все. Все будет замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.